Георгий Леонидович Нестер – режиссер, постановщик, а исполнитель, автор композиции по повести Платона Аюнского «Куданса Великий», актриса Мирнинского театра Анна Черданцева. Переводчик этой повести Альбина Андриановна Борисова-Слепцова перевела 30 лет назад русский перевод, который можно назвать мифологизированной историей, потому что Куданса Великий, как доказывают ученые, существовал в реальности, но его жизнь обросла мифами, легендами. Аюнский предваряет текст повести ссылкой на человека, от которого он узнал это как материал эпический, фольклорный, бытующий в народе. Сделал потрясающую повесть на материале вот этого мифа. Повесть, которая написана языком Аланхо, и поэтому представляет собой, по-видимому, невероятную трудность для перевода. Альбина Андриановна сумела сделать такой перевод, что Георгий Леонидович сказал, этот перевод расширяет возможности русского языка. Он звучит как оригинал. Анна Черданцева, она уловила вот этот ритмический рисунок текста Аюнского и сделала композицию в духе Аланхо. Началось все не с того, что я услышала и увидела их, когда они привезли готовый спектакль, а за год до этого произошла такая история. Георгий Леонидович как-то позвонил мне по телефону и сказал, что вот такого числа они приедут из Мирного, будут в Якутске, это буквально вот, скажем, завтра-послезавтра. И он привезет актрису, которую очень хотел бы, чтобы я посмотрела на нее. Но почему ему было там интересно, что я скажу? Мы с ним очень-очень старинные знакомые. Где-то с 79-78 года, когда он приехал сюда и поставил замечательный спектакль «Макаенко, затюканный апостол», «Молодожены» Тамары Ян и «Чайку». «Чайка» была великолепна. К сожалению, ее увидели немногие, потому что она в следующий сезон уже была скорректирована. Когда Георгий Леонидович позвонил и сказал, что надо встретиться, внутренний голос мне сказал, эту актрису надо смотреть. Мы с Николаем Поповым, художник Русского театра, работали над его книгой. Я писала большую вступительную статью, и мы часто с ним встречались, сидели у меня дома, вспоминали Русский театр тех лет и говорили о Нестере, потому что наиболее яркие работы Попова сделаны в те годы, когда вот Нестер поставил эти 4 спектакля. Неплохо было бы встретиться с Нестером. Николай Николаевич показал мне книгу Михайловой «Образ спектакля». Спасибо за «Чайку». Одна из лучших книг того времени по сценографии. Если взять историю за многие-многие годы Русского драматического театра, 2 человека там работали как режиссеры в своем театре. Не приехал на постановку, уехал. Или приехал предпенсионную зарплату, там, получил на пенсию, ушел. Или по договору кто-то пригласил на 2 года, уехал. Вот таких было режиссера 2. Валерий Яковлевич Келепили 13 лет подряд работал и ввел свою эстетику такого публицистического театра в духе современника, скажем, поскольку он был учеником Ефремова, последователем его. И Георгий Леонидович Нестер, который в общей сложности оказалась тоже, магическая цифра, 13 лет посвятил Русскому драматическому театру. Он трижды за свою жизнь приезжал в Русский драматический театр, причем первый раз он приехал в 1969 году. Это была его первая профессиональная сцена после института. У нас в Якутске он стал режиссером настоящим, ну, то есть практикующим режиссером. Затем он приезжал после стажировки Гончарова, у которого он не только учился, но и работал с ним вместе. Гончаров взял его в ассистенты, и он преподавал режиссером. Кстати, в его группе Андрей Борисов учился, создатель театра Аланхо. И в 3-й раз приезжал он в 1999 году, был главным режиссером театра, и там по-моему, вплоть до 2010 года поставил замечательный спектакль «На дне» с Кузнецовым, с Антоновым, с молодежью, выпускниками Арктического. Там Лобанов себя великолепно показал, актер Мичурин, значит, Валентина Демченко, более старшего поколения. То есть там были актеры, которые вошли в строй первых. И вот в этом самом театре, в этом репзале, в котором и я когда-то в молодости сиживала, смотрела его репетиции. Нет?
идешь до середины, сначала идет звук. Николай Николаевич, я, он и Анна Черданцева. В простом таком брючном костюме, как-то собирающие внимание своей наполненностью. Да, я не знаю, это, может быть, звучит не очень, наполненность обычно не видна, но она как бы вбирает в себя. Вот когда человек притягивает внимание к себе. Но я, зная Кудансу, работая над текстами, очень люблю спектакль Андрея Борисова «Улу Куданса», в котором он вывел образ, вернее, не вывел образ, а поставил спектакль о трагедии высокомерного сознания человеческого, как, поднявший руку на природу, на законы природы, погибает от укуса комара, сносит себе голову, и как это было все монументально, многопланово, ново и современно. Но я не думала, что меня можно чем-то удивить. Собственно, дело даже и не в том, чтобы удивить, но как-то я думаю, ну, надо послушать. Причем Георгий Леонидович какой-то обновленный. Он все-таки в возрасте, он вот с такой бородой, ему исполнилось 80 лет, и он иногда выглядел старым дедушкой, а тут этого никак нельзя было сказать. Был подтянутый молодой человек с модной бородой, и глаза такие живые. И вот Анна. Ну, мы, говорит, Георгий Леонидович, вы послушайте, это пока мы привезли фрагмент на конкурс чтецкий, а так Анна покажет свою композицию. Композиция идет 50 минут. Значит, потом второй момент, который у меня некоторый скепсис вызывал, то, что я не очень-то люблю переводы якутских произведений на русский язык. Когда, ну, знаешь, для содержания, для смысла, для понимания, это да. Но вот спектакли, даже если не очень, не 100% понимаешь, о чем идет речь, вот синхронный перевод я стараюсь не пользоваться им. Уже забыла, что это Альбина Борисова делала, что Альбина все-таки у нее это имя, это выпускница больших людей литературного института, Куданса, великий, была дипломная ее работа, отличная работа, но я всего этого не знала, ну как-то так, потом узнала. И вот Анна начала читать. Чтобы знал не знавший, чтобы слышал не слышавший, и усопших предков наших, ушедших родичей наших, сказание из уст в уста, передаваемое почтенными старцами с пожелтевшими волосами, при которых много белых искристых снегов сошло, много серых обильных дождей прошло, пишу оставшим у них притчи во языцах о Кудансе великом. Скажи, спокойно и медленно, так весь люд. Так весь люд. Не так, весь люд. Возлюбил и зауважал его. Вот, не его, а он вознес памятник поставил при жизни, понимаешь, нет? Ясно? Ну, как бы... Ну, хорошо, вот так для репетиции хватит. Я не заметила, как пролетели эти 50 минут. Во-первых, у нее хороший голос. Она рассказывает историю Кудансы, Чачагырта Союн и Улу Куданса, противостояние их вот по поводу того, что нужно рубить звезду Чолбон, чтобы люди не погибли от свирепого холода.
И как Чечегыртас ее останавливает и говорит, что это грех, и ты за это поплатишься, этого нельзя делать. А Улука Тынса заставляет и говорит: я не буду слушать твои, в общем, бредни и смотреть, как умирает мой народ. Пусть я делаю что-то не то, но я спасу свой народ. Они пришли ко мне, и я знаю, как это сделать. И вот он заставляет шамана выполнять свою работу. А там же ситуация такая, что сначала все стало тепло, но, правда, нельзя было, чтобы женщина подсматривала, как работает шаман, а женщина-то подсмотрела, и шаман не до конца дорубил, и вот он упал, и это камлани сорвалось, и он в ужасе, что будет, шаман-то он не должен был этого допустить, а на земле благоденствие, рай земной наступил, все стало тепло и хорошо, но после вот этого бурного праздника, после Исеха, после всего прочего наступает эпидемия, начинается мор. Холода нет, мороза нет, но люди вымирают. 60 из людей выскочили во двор и стали глазеть на звезду. Они увидели, что 2/3... Те, кто они увидели, а потом пошло увидели. Они увидели что? Что 2/3 великой огненной звезды отбита. И образовалась новая... Не плюсуй, не надо. Образовалась, была одна звезда, стала... Новая... Посчитай звезды, сколько их там было, стало новых. Дальше. Надо породниться с верхними абагой, отдать своих детей, поженить сына и дочку, выдать замуж и женить на детях верхних абагой. И тогда шаман тоже, просто он в ужасе от этой мысли, этого нельзя делать, но тем не менее. И вот это противостояние между ними, это очень строгая, стройная линия, в которой прочитывается мысль, и она эту мысль ведет. Перетянутыми туго тяжелыми вьюками, с достойными подношениями, упирающийся рыбину лобалык, опирающийся на рыбину, бил балык с воплями, смывающий трепещущую глотку верхнего мира, с бранью низвергающийся сквозь колыхающуюся гортань бездны нижнего мира, одержимый сверхъестественной силой, стремительной подобной огню, я шаман Чечегыртас. И вы знаете, вот, в финале я плакала, ребята. Я не могла сдержаться, у меня слезы полились, особенно когда она сказала, и зарыдала мать, и когда она великолепно делала вот это, актерски, конечно, это техника, но она это так прочувствованно делала, когда зовут, когда издалека, когда она кого-то там вызывает. Мало того, она же играет на хамусе, самоучка великолепно играющая на хамусе. Великолепно, это я уже говорю, я бы не говорила, если бы это было только мое впечатление. Я бы сказала, мне нравится, как она играет. Но это впечатление профессионалов, которые в День Республики в Мирном выставили ансамбль хамусистов и попросили ее солировать. У нее несколько хамусов сделаны ей на заказ. Вообще она девочка мирнинская. Папа ее всю жизнь проработал на этом карьере знаменитым, бульдозеристом. Они жили в поселке Светлое, она там окончила школу. У нее 2 образования, бакалавриат и специалитет педагогическое, художественное. То есть она может вести кружки, преподавать в школе. Ее министр увидел в клубе, работала у себя в Светлом, поставила спектакль, играла в нем. То он сказал, и вам надо в театре работать. Я закончу институт, получу диплом. Так она и сделала. Приехала в Мирный, ее взяли. Что интересно, вот когда она дочитала там в репзале свою композицию, и когда Коля Попов, Николай Николаевич, сидел, не шелохнувшись, я там, естественно, сжалось у меня сердце, просто и по истории Куданцы, и вот этот эффект. Девчонка, что она, откуда она это знает? Как она это сделала? Я понимаю, в спектакле Сахатеатра, там было, там плакали люди, там были монологи Ефима Степанова, там был монолог Симона Федотова, там такое было, да? А тут вот эта девочка, не знающая ни одного слова по-якутски, рассказывает на русском языке, Куданцу. И, конечно, у меня вот этот вопрос возник. А Георгий Ильянович, я спрашиваю, как это так, как же это вышло так? Да. Он говорит, а вот не знаю, как вышло. Она ко мне пришла и сказала, Георгий Ильянович, у меня есть композиция, послушайте меня. Я ее послушал,
и понял, что с ней надо поработать. А Георгий Юлианович, он большой мастер, он умеет работать со словом, и он умеет работать с актером. У него громадный запас, великолепный вкус, и он большой знаток классики, большой знаток фольклора. Он с детства там Давид Сосунский, Витязь в тигровой шкуре, и поэтому то, что он заинтересовался сразу аюнским и эпическим наследием, значит, якутским Аланхо, это, конечно, связано и с работой Борисова, за чьим творчеством он очень внимательно следил все эти годы, и общались они всегда, и он восхищается талантом Андрея Савича. И тут вдруг вот такое. Приходит Анна и просит помощи. Нестер, он режиссер русского реалистического театра. Из рук Гончарова Андрея Александровича он получил это все. И вот здесь Андрей Гончаров – ключевая фигура во всей этой истории, мне кажется. Хотя, опять же, я спрашиваю у него: Георгий Ильянович, ну это же якутский материал. Даже если это перевод, вот как вот вы и Анна, как вы вышли на такое, это все получилось здорово, по-настоящему сделано. Вот как спектакль в театре был по-настоящему, так и вот этот моноспектакль, это своя трактовка, образы, все. Он говорит, ну, во-первых, не забывайте, что театр – это искусство интернациональное. И главное, слово, конечно, имеет значение, огромное значение. Работает интонация и пауза. По пути, утомившись от дальней дороги, измотав свою плоть и зайдя потом, изнуренный, изможденный, едва держась на подкашивающихся ногах, чуть живой, добрался он до широкой ледяной усадьбы величествующего великого Суворона, до его холодного железного жилища дошел и упал, и пополз. И здесь тоже, да? И пополз, нет, и пополз, и вот тут пошел монолог. Зная его около 40 лет, я не знала, что его эпопея в Якутске началась на 10 лет раньше, чем я его увидела в 76-м. Вот как раз в 67-м он приехал, с Ануфриевым познакомились они в Москве на бирже, все прекрасно. Его здорово встретили, был успех. Нестер принес новую волну, которая в России уже вовсю была. Это театр на Таганке, современник. А здесь все еще был реализм строгий. Он очень с большим уважением относится к тому, что он нашел и встретил в театре. К актерам, которые имели мощную школу, к сценографам, которые работали великолепно, но в манере вот такой иллюзорной, объемно-живописной декорации. Зелинского он очень высоко ценил, мастера, говорит, были великолепные. Но это был другой театр. А он взял современную пьесу «Два товарища» Войновича. Тогда он был хороший советский писатель, без всяких Чонкиных, без всяких заморочек. И он мне страшно понравился «Два товарища». Там, ну вот как сталкивают обстоятельства двух приятелей, и как вот какова степень компромисса, когда ты из друга вроде бы ради спасения товарища идешь на уступки, и как этот компромисс переходит в предательство. Были молодые актеры. Борис Васильевич Пеньков был тогда совсем молодой выпускник, Лена Межуева, Кожевников. Николай Николаевич думал, что они с Келли пели впервые экран с проекцией пустили на Шукшине, да? Сцену. Да. Да. А оказывается, 10 лет назад Нестер, вот Войнович и «Два товарища» сделал вот этот экран. И художник Балуев нашел отклик в нем, и они сделали такой современный спектакль, который был уже в духе новой эстетики театральной. Нестер, окончивший Белорусский театрально-художественный институт, выросший в белорусской деревне, где сосуществовали польский, литовский, белорусский, русский и, может быть, еще какие-то языки, он удивительно сохранил не только там любовь, предпочтение, глубочайшее знание русского языка, русской классики. Он говорит, мне везло на учителей. И чтение. Его дед научил его читать глубоко в дошкольном возрасте, когда Нестер читал, как говорит, любую попавшуюся книгу, которая была, значит, под рукой, вплоть до энциклопедического словаря, на какую-то букву там у них было, да, и вот он читал все, что мог прочитать. И вот здесь удивительно, раз уж вот про детство и про новый взгляд на театр, в 10-летнем возрасте этот человек
этот подросток, значит, занимаясь в театральном кружке в драматическом школе, читая взахлеб книги, получил расположение учительницы русского языка и литературы, и она позволила ему бывать у нее на чердаке, где был завал старых журналов. Ну, завал – это в смысле много. Нестер вспоминает, что все было идеально, по стопочкам, много разных старых книг. И он остановил свой взгляд на приложении к дореволюционному изданию «Нива» полное собрание сочинения Генрика Ибсена. 10-летний подросток читает взахлеб «Привидение», «Пер Гюнт», «Дикая утка». Что еще он ставил? «Дикая утка» из тех, что он запомнил, и «Росмерсхольм». Это книги, в которых он говорит, я сам не знаю, что я там понимала. Я говорю, а что вот, я сразу, когда это услышала, ну, хочу протянуть это там в судьбе, в драматургии. Вы, наверное, ставили Ибсена, тебе, наверное, очень нравился. Он говорит, я вообще не знаю, что меня там влекло, просто любил пьесы читать. А там было очень много пьес, а книг было мало. Военное время, послевоенное, все было трудно. И вот этот человек, вот с таким, для чего вот это, почему я это сразу отметила в его судьбе, и многоязычие, и вот это раннее чтение, он не останавливался, он всегда читал, мне кажется, он знает все пьесы, которые написаны вообще. Потому что чего не спроси, он знает, это болгарское, это венгерское, это английский драматург, это тот, это этот. И вот он с таким багажом, с таким вот очень широким кругозором и с большим жизненным опытом, потому что он до поступления в институт трижды пытался на журналистику, хотел работать в журналистике, его влекло, он не поступал, и он работал в сельском, значит, хозяйстве, так сказать, деревенский, сельский труд с детства знакомый, он в этой деревне вырос, значит, на шахте работал, кузнечил, на стройке работал, то есть он везде, он работал где только мог, чтобы как-то, ну, не возвращаться, как он говорил, с позором домой, было стыдно, что не поступил в институт, и вот он работал и участвовал в художественной деятельности, его эта жизнь устраивала. Он ухватил вот этот дух театра, он такой новый, современный, живой, он всегда был живой. Молодежь ринулась в театр. Иосиф Вольпер подошел к Нестеру после спектакля, сказал, у нас есть студия, называется «Айдамы, помогите поставить спектакль». И вот он с ними дружил до того, ребята, они его помнят. Фотографии студентов, физиков 1967 года. Я в прошлом году встретила Бориса Козловского, сказала, что я пишу книжку про Нестера, что вот он там, он в университете студию. Он говорит, так я там был, я был в этой студии, я помню там то-то, то-то. Я попросила у Бориса адрес Игоря Мишутушкина. Преподавал в каком-то вузе московском, имеет ученую степень. Вот он так скромно сказал, пенсионер, работал по специальности. У Нестера было много книг, и однажды он их решил продавать, поскольку у него было, значит, туго с деньгами. И вот Игорь рассказывает, как они приходили, как у него было дома, как он умудрился из посылочных ящиков сделать стеллаж. У Нестера вообще характер жесткий, я думаю. И когда я спрашивала, не произошли ли вот эти уходы и переходы в другие театры по причине, ну, нестыковки, нежелания подчиняться там чужой воле или присмыкаться или что-то, он говорит, не-не-не, я никакой не революционер, я никакой, просто, ну, так сложились обстоятельства. В русском театре публика изменилась, то есть если там театралы ходили, люди в возрасте, русскоязычный же город был. Очень много народу приходило, потом мало стало приходить. А тут университет. Я думаю, вот мы же учились на втором курсе, когда он еще здесь был. Вот. А я совершенно ни сном, ни духом. В театр не ходила, мне не нравился этот театр, и, пожалуй, театр вообще. Как-то не проникалась, не чувствовала силы этого искусства, это все потом пришло. И вот, значит, произошла история, которая имеет прямое отношение к нашему Кудансе Великому.